Ассоциация мигрантов из Центральной Азии, затем организация Article 19. Господин модератор, я Рахмонов Насрулло, член Ассоциации мигрантов Центральной Азии. Уважаемые дамы и господа, в связи с сегодняшней темой нельзя не упомянуть о наших журналистах, узниках совести. После событий 2015 года и голословных обвинений против ПИВ в терроризме в числе других членов политического совета этой партии, 5 журналистов-членов этой партии получили тюремные сроки от 15 лет до пожизненного заключения. Наиболее известный из них Мухаммад Али Хаид получил пожизненный срок. Журналистское сообщество в Таджикистане замалчивает систематические пытки, применяемые к их коллеге. Некоторые так называемые коллеги-журналисты оправдываются, что он и другие его коллеги осуждены за политику, а не за профессиональную деятельность. Но оружием Мухаммада Али Хаид всегда было только перо и слово в борьбе за свободу и гражданские и политические права. Это он единственный написал о расстреле безоружных манифестантов перед зданием ЦК Компартии Таджикистана 12 февраля 1912 года и был уволен за репортаж об этом в эфире государственного радио. Сегодня утром на сайт-ивенте представитель правительства делегации показал нам заявление, как он утверждает, написано рукой Мухаммада Али Хаида, которым отмечено, что именно 11 сентября 2019 года к нему не применились пытки. Сам факт существования такого заявления в прокуратуру в руках члена правительства делегации говорит о том, что ради заполучения самого этого письма к Хаиду применились пытки, по крайней мере психологического характера, и само распространение этого письма является продолжением распространения фейков со стороны правительственной делегации на этой конференции. Дамы и господа, у меня единственная рекомендация. Я обращаюсь к международным институтам. Пожалуйста, используйте все возможные международные механизмы для того, чтобы правительство Таджикистана выполнило хотя бы одну рекомендацию Комитета ООН по правам человека и рабочей группы ООН по произвольным задержаниям и освободила Мухаммада Али Хаида. Его жизнь находится в опасности. То, что его пытают, он дважды заявил на свиданиях с женой 7 марта и 7 сентября 2019 года. То, что его пытают, свидетельствует, что он невиновен, что в руках у власти нет доказательств его вины. Надо поступающим говорить. По порядку ведения заседания. Мухаммад Али Хаид не был журналистом, он был заместителем партии Исламского возрождения Таджикистана. Что есть информацию, вы можете везде найти. Пожалуйста. Спасибо за ваш point of order. Заканчивайте выступление, пожалуйста. Все, закончили. Спасибо большое. Спасибо.